Клянусь Аллахом, я не видел человека, который все время с Кораном, и чтобы Аллах не почтил его. Не видел и не слышал, чтобы человек, который все время с Кораном и делает это без лицемерия, чтобы Аллах не почтил его. Где-то 2 года назад я сказал об этом одному брату из Египта. Материальное положение у него было очень трудным. Не то слово, очень трудным. У него 4 дочери. Да отдаст их Аллах благополучием. Он старается обучить их чтению Корана. Я сказал ему те же самые слова, которые сказал сейчас вам. Он водит их к шейхам, возит из деревни в деревню, в Египте, чтобы научить их с маленького возраста чтению Корана. Я сказал ему: смотри, брат, я никогда не видел, чтобы человек, который все время с Кораном, и он искренен в этом, чтобы Аллах не одарил его. И не спрашивай меня как, это Господь, не спрашивай его как, и он дарует удел оттуда, откуда ты его не ждешь. После этого прошло несколько месяцев, он мне звонит и говорит: ты помнишь те слова, которые ты мне сказал? Я говорю: да. Он говорит: у моего отца есть дядя. Дядя умер, и у него нет другого наследника, кроме моего отца. И он оставил в наследство 4-этажный дом. И мой отец, будучи единственным наследником этого дома, сказал: сын мой, я отдаю тебе 2 этажа. На одном будешь жить со своей семьей, а другой этаж пусть будет весь для изучения Корана. После этого я ему сказал: а разве я тебе не говорил? Я же говорил тебе. И вы, братья мои, будьте искренними в изучении Корана и в обучении книги Аллаха. Пусть этот брат, которого вы обучаете, будет единственной вашей целью. Берегитесь того, чтобы шайтан не вошел в это. Он заходит тебе в голову и заставляет думать о довольстве и восхищении людей. Будут люди тобой довольны или не будут? Какое мне дело до людей? Люди, кто это? Песок и земля. Кто-нибудь скажите, обращает внимание на песок. Только если слабоумный, если он обращает внимание на песок. Оставляешь Господа людей и заботишься о мнениях людей. Это признак слабого ума. Не обращайте внимания ни на кого, кроме Аллаха. Пусть беспокоит тебя только это. Читай и поднимайся. Читай так же красиво и правильно, как ты читал в мирской жизни. Пусть только это беспокоит тебя. Приверженцы Корана – это семья Аллаха и Его избранники. Пусть это будет вашей заботой. О, если бы я стал среди приверженцев Корана! Сколько раз каждый говорил себе это. И кто знает того, кто стремится к этому? Аллах, щедрый и милостивый, может быть, сделает нас семьей Корана. Но мы используем возможность. Каждый из вас в том месте, где он живет. Пусть даже только там один человек, требующий знания. Не отказывайтесь обучать его. Ты не знаешь, что получится из этого ученика и кем он станет потом. Шейхи, обучившие Ибн Аль-Джазари, разве приходило им в голову то, что он станет величайшим ученым мира? А Аллах Всевышний, если что-то захочет дать, то ты поразишься этому. Поэтому не отказывайтесь обучать, даже если у вас только один студент. Ты не знаешь, что с ним будет завтра, с этим учеником или этой ученицей. Это всех касается, и братьев, и сестер. Это то, для чего был послан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Разве не этим занимался пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Обучайте ради Аллаха, только ради Его лика, ради возвышения нашей уммы, ради изучения и оживления Корана. Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих, который читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости. Обучение книги и мудрость, то есть сунне, это была обязанность пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И каждый, кто занимается этим после него, тот как будто бы замещает пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Не отказывайтесь от этой обязанности. Не ищите за это награды в этой жизни. Не ищите почитания людей, званий, обращений, как, например, достопочтенный шейх. И что ты будешь делать дальше с этими словами? Слуга Корана. Вы видели, что я пишу на своих книгах? Слуга Корана. Я пишу это для себя, не для людей.
У меня нет другого, более почетного звания, чем слуга Корана. Это уже все, потолок. И я прошу Аллаха оставить мне это, слуга Корана. В раю, братья мои, для всех нас хватит места, но в этой жизни очень тесно. Я скажу про себя, я слуга Корана. Другой тоже скажет, я слуга Корана. Третий тоже скажет, я слуга Корана. Никто друг на друга не обидится. Так ведь? Но если я скажу, что я шейх чтецов, другой скажет, нет, нет, это я шейх чтецов. И начнут припираться за высокое звание. Припираться за что? За эту жизнь?